Кытыктабыллах илтүмен депутаттары, көнді сақамсерін олықтоқтыры, уважаемые народные депутаты, дорогие сограждане, сегодня я обращаюсь к вам своим ежегодным посланием с особым чувством. С 2018 года, когда жители республики впервые доверили мне возглавить нашу Якутию, мы вместе прошли большой путь. Прошли немало испытаний и добились немалых побед. Ничего нам не давалось легко и просто. Наша республика в эти годы развивалась вместе со всей страной упорным трудом каждого из ее жителей. Пользуясь возможностью, я благодарю сограждан за доверие снова руководить родной республикой. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Задачи перед нами стоят предельно ясные: не снижать набранных темпов развития, добиться реализации всех принятых планов и выходить на новые точки роста для благополучия каждого жителя республики, для нашего общего движения вперед. Легко не будет, как не было легко все прошедшие годы, но мы четко понимаем, трудности для нас не повод опускать руки, а возможность еще крепче объединиться, еще лучше работать. Сегодня я хочу представить вам цели и задачи, стоящие перед нами, перед республикой, перед всеми якутянами в ближайшие годы. Эти годы станут историческими для нашего Отечества, станут временем необратимых изменений и больших преобразований. Пройдя все испытания, наша Россия, великая страна с безграничным потенциалом, которая умеет отстаивать свои национальные интересы, будет, безусловно, одним из лидеров многополярного мира. Об этом говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, и в этом уверены все мы, россияне. Путь нашей родной республики мы определяем в потоке этих стремительных перемен в единстве со всей нашей великой Россией. И мы точно знаем, никто и ничто не свернет нас с этого пути. Уважаемые якутяне, в уходящем году вместе со всей страной наша республика приближала победу в борьбе за суверенитет и будущее России. С первых дней специальной военной операции наши воины встали на защиту Родины. Мы гордимся мужеством каждого бойца и желаем ребятам, которые находятся на передовой, скорее вернуться с победой домой. Мы гордимся земляками, удостоенными в этом году звания Героя России: Александром Колесовым, Алексеем Неустроевым, Филиппом Евсеевым и Дмитрием Егоровым. Александр Колесов и его боевые товарищи здесь, в этом зале. Давайте поприветствуем наших героев в их лице, всех защитников Отечества. Спасибо. Дорогие друзья, также я прошу почтить минутой молчания память Героя России Дмитрия Егорова и всех бойцов, которые отдали самое, что есть дорогого у человека, свою жизнь за нашу Родину. Спасибо. С самого начала специальной военной операции нашей важнейшей задачей стала всесторонняя поддержка военнослужащих якутян и их семей, помощь в восстановлении новых российских регионов. Мы выстроили слаженную систему материальной и гуманитарной поддержки наших военнослужащих. Действует единый координационный центр на базе постоянного представительства республики при президенте России. Эффективно работает сеть опорных пунктов в регионах, через которые идут гуманитарные грузы, снаряжение для наших бойцов, организовано сопровождение раненых в госпиталях. В общую победу вносят вклад тысячи и тысячи жителей Якутии. Силами республики, муниципальных образований, наших граждан оказывается большая финансовая и материальная поддержка специальной военной операции. На передовую отправлены сотни транспортных средств, электрогенераторов, беспилотников, тепловизоров, средств связи.
Тысячи маскировочных халатов и камуфляжных сетей, сотканных руками якутянок, защищают наших бойцов. Огромное спасибо всем, кто помогает армии и членам семей наших воинов. Спасибо волонтерам в госпиталях. Они окружают раненых бойцов теплом нашей Родины. В октябре я подписал указ, которым систематизировано 28 мер поддержки военнослужащих и членов их семей, 8 из них новые. С июня этого года у нас в республике заработал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы фонда уже оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям в районах и городах Якутии. Медики и социальные службы проводят реабилитацию ребят, пребывающих в отпуска, а также уволенных с военной службы и членов их семей. Вместе с тем, в ближайшее время крайне важно решить вопросы комплексного сопровождения воинов уже по их возвращению, включая расширение медицинских, социальных услуг, помощи в трудоустройстве и переобучении. Ни один участник специальной военной операции и их родные не будут оставаться без внимания и поддержки. Любые факты равнодушия или пренебрежения, в первую очередь со стороны чиновников всех уровней, будут пресекаться и ни в коем случае не должны допускаться снова. По большому счету, отношение к защитникам Родины становится сегодня моральным мерилом для власти и для всего общества. Я, как вы знаете, часто бываю на Донбассе. Каждый раз люди передают всем якутянам искреннюю благодарность за братскую помощь. Помощь эта действительно очень большая и многосторонняя. В нашем подшефном городе Кировске силами республики восстановлены 63 социальных и коммунальных объекта. Якутские врачи-офтальмологи вернули зрение сотням жителей Донбасса. Сегодня бригада наших врачей начала работу в городе Терезе Донецкой Народной Республики. Недавно с гастролей в новых регионах вернулись артисты Национального театра танца. Уверен, все это очень сильно поддерживает и воодушевляет наших новых сограждан, ведь свое будущее они связывают навеки только с Россией. Это очень и очень важно. Как всегда было в сложные моменты нашей истории, мы должны быть неравнодушными, едиными и сплоченными. Объединиться в борьбе за свое Отечество, всеми силами приближать победу – это наш святой долг. Вместе со страной мы преодолеваем беспрецедентные санкции недружественных государств. В этой борьбе Якутия по праву становится одной из надежных опор России, ее крепким экономическим тылом. Экономика республики усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке, из года в год обновляются рекорды по добыче нефти и газа, удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. Валовый региональный продукт за 2023 год предварительно оценивается не менее чем в 2 триллиона 300 миллиардов рублей, а его реальный рост составит 3,5%. Мы первые в стране по темпам экономического роста за постпандемийный период. Растут и собственные доходы консолидированного бюджета, которые достигли в этом году рекордного объема в 255 миллиардов рублей. Опираясь на рост экономики, мы продолжим решение многолетних проблем, мешающих благополучию людей, не снижая уже взятых темпов развития инфраструктуры для жизни в городах и селах. По итогам уходящего года будет введено 64 крупных социальных объекта. Это современные школы и детские сады, больницы, дворцы культуры и спортивные комплексы. Самое главное наше достижение, самый верный показатель улучшения условий жизни людей – это то, что якутяне живут дольше, и с каждым годом нас становится больше. Наша республика – единственный регион Дальнего Востока, население которого стабильно растет эти годы. В сентябре этого года продолжительность жизни у нас впервые достигла 73,5 лет и сравнялась со среднероссийской. Каждая пятая семья в республике многодетная. Мы занимаем 7-е место в России по рождаемости. Уходящий 2023 год отмечен особым, незабываемым событием. В июне этого года численность жителей Якутии достигла 1 миллиона человек. Рождение миллионной жительницы республики в дни благословенного праздника Эсэх стало настоящей радостью для всей Якутии. Недавно я навестил семью Ануфриевых в Мирном и от имени всех якутян пожелал малышке Саине расти здоровой и счастливой в любви и заботе родных и близких. Нас в республике 1 миллион.
И каждый имеет право жить счастливо здесь и сейчас. Имеет право быть уверенным в своем будущем, будущем своих детей и внуков. И мы будем последовательно осуществлять наши планы по улучшению качества жизни людей во всей Якутии. Мы вступили в новый пятилетний этап, и сейчас завершается работа по формулированию целей, задач и мер, направленных на достижение материального, социального благополучия каждого жителя Якутии, на развитие ее человеческого капитала. Эти меры будут отражены в стратегических указах Илдархана. Достижение поставленных целей станет ключевым критерием оценки эффективности руководителей всех уровней – правительства, министерств, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Вся система управления должна быть настроена на реальное решение задач, исключая любой формализм и перекладывание ответственности или попытки скрыть бездействие за никому не нужными справками и отчетами. Каждый житель республики должен быть вовлечен в общую работу, доверяя действиям власти. Только таким образом мы будем вместе идти к нашей цели – благополучию всех якутян. Основа благосостояния общества в настоящем и будущем – это крепкая экономика. Сегодня вся мировая экономическая система переживает необратимые изменения. На смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. И наша задача не просто выжить, выстоять в условиях перемен, а стать локомотивом роста развернувшейся на восток российской экономики. У нас есть уникальные шансы для этого. Огромный экономический потенциал Якутии становится ключевым звеном нового интеграционного контура на карте мира, к созданию которого стремится наша Родина в партнерстве с дружественными странами. Но при этом эффективная интеграция невозможна на основе действующей энергетической транспортной системы, которая создавалась у нас по потребности экономики конца прошлого века. Поэтому я твердо убежден, что реализация всех промышленных проектов республики должна быть связана с развитием транспортно-энергетического каркаса Якутии. Именно таким образом мы выстраиваем развитие новых производственных мощностей на территории республики. Одной из самых активных строительных площадок страны станет Западная Якутия. Здесь инициированы крупнейшие проекты, способные трансформировать экономику всего Дальнего Востока и в нефти, в газе, в алмазах, в золоте. Для надежного энергоснабжения новых производств и железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона в августе в Ленском районе началось строительство Новоленской ТЭЦ с мощностью 550 мегаватт. Для поставок газа на новую станцию начнется строительство установки комплексной подготовки газа с магистральным газопроводом со Среднебатобинского месторождения до Ленска. В результате повысится надежность системы электрогазоснабжения, появится более 500 новых высококвалифицированных рабочих мест. На Среднебатобинском месторождении также стартует совершенно новый проект, связанный с экологичными технологиями будущего. Это комплекс по переработке природного газа для извлечения гелия. Начало пилотной добычи гелия запланировано на 2025 год, выход на проектную производительность 4 миллиона кубометров в 2028 году. Нам крайне важно укреплять производственную базу нашей главной отрасли добычи алмазов. Подземный рудник «Мир глубокий», строительство которого «Алроса» начинает мирно, станет крупнейшим объектом алмазодобычи не только России, но и всего мира. В Южной Якутии продолжится расширение производственных мощностей и инфраструктуры. В этом году на Эльгинском угольном месторождении запущено 4 новых обогатительных фабрики. Планируется ввод еще 2 фабрик мощностью по 7 миллионов угля каждая. Построено более половины, 250 километров Тихоокеанской железной дороги, которая соединит Эльгинское месторождение со строящимся портом Чумикан на Охотском море. Отгружены первые 450 тысяч тонн железной руды Севаглинского месторождения в Нюрнгринском районе. Для обеспечения надежности энергоснабжения Южной Якутии стартуют сразу 2 крупных проекта энергогенерации: строительство газовой электростанции на 330 мегаватт в Чульмане и 2 блоков Нюрнгринской ГРЭС по 225 мегаватт каждый. Важно, чтобы новые энергомощности благоприятно сказывались и на экологической обстановке, и повышению качества жизни людей. В Якутской Арктике формируется Кючукский горнопромышленный кластер, для энергообеспечения которого в Усьянском улусе началось строительство инфраструктуры первой в России, вообще первой в мире атомной станции малой мощности
Экономический эффект арктических проектов, конечно же, будет усилен в восточной горнорудной провинции, где в сентябре введено в эксплуатацию месторождение полиметаллических руд в Верхнем Минкиче, начато освоение месторождения серебра «Прогноз», а в скором времени стартует промышленная разработка Агулкинского медно-вольфрамового месторождения. Стратегическая задача на ближайшую перспективу – это ускорение строительства автодороги Яна, которая свяжет огромные территории от Найбы на Северном Ледовитом океане до Хандыги на федеральной дороге Колыма с дальнейшим выходом на Охотское море. Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот уникальные месторождения северо-востока Якутии, повысит транспортную доступность для жителей нашей Арктики и, конечно же, радикально изменит логистику северного завоза. Мы сегодня видим, что республика становится участником глобальных экономических процессов на Востоке. На международном форуме в Пекине «Один пояс, один путь» президент нашей страны Владимир Владимирович Путин обозначил новые международные транспортные коридоры, среди которых обозначил Якутский, который соединит Азиатско-Тихоокеанский регион с Северным морским путем через Якутию. Одним из ключевых объектов восточной транспортной системы, конечно же, станет наш Ленский мост. В этом году завершилось проектирование моста, получены первые решения по объемам федерального финансирования на ближайшие годы, сформированы земельные участки, переустроены инженерные сети. Все готово к началу основных работ, и строительство мостового перехода должно стартовать уже в ближайшие месяцы. И поручение президента страны, правительству России и правительству Якутии о завершении строительства Ленского моста в 2028 году, безусловно, должно быть выполнено. В уходящем году мы задали ключевые направления развития центров экономического роста якутской агломерации, Нюрнгринского, Мирнинского и Алданского районов, в которых проживает более половины жителей Якутии. В основе поддержанных президентом страны Владимиром Путиным мастер-планов Якутска и Нерюнгри лежат реалистичные модели экономического развития, сформулированы пространственные решения, запланировано создание необходимой инфраструктуры и жилья. Здесь хочу отметить, что неоценимую поддержку наших планов по развитию Якутии и ее крупнейших центров мы получаем от полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева. Самое главное, что мастер-планы отвечают на проблемы, обозначенные самими жителями городов. Наша общая задача – добиться улучшения качества жизни людей, и первые практические шаги уже делаются. В Якутске начато расселение 17-го квартала, на месте которого появится современный микрорайон «Спортивный». В следующем году там должны быть расселены не менее 17 аварийных домов. Реконструируется главная площадь республики, что с обновленным проспектом Ленина изменит облик столицы. Преобразятся набережное озера Сайсары и набережная имени Романа Дмитриева в 202 микрорайоне. Для обеспечения растущих потребностей южной части города построен 5-й водоузел, завершается строительство 3-го канализационного коллектора. Буквально на днях будет введен новый полигон твердых коммунальных отходов в Якутске. Вместе с тем он, конечно же, не сможет эффективно функционировать без важного звена сортировки мусора. Правительству республики необходимо форсировать строительство мусороперегрузочной станции, необходимой для полноценной работы полигона. Реализация мастер-плана Нерюнгри позволит поднять на новый уровень здравоохранения района. Ремонтируются и оснащаются современным оборудованием лечебные поликлинические блоки центральной больницы, и к концу 2026 года 14 медицинских объектов Нерюнгри должны быть полностью обновлены. В поселке Чульман начнется строительство новой школы. Прошу ускорить строительство, чтобы 1 сентября 2025 года первый звонок на урок зазвучал уже в новой красивой школе. В Мирнинском и Алданском районах, в том числе при активной поддержке и нашего крупного бизнеса, строятся долгожданные социальные объекты, ремонтируются улицы, благоустраиваются территории. Развитие арктических территорий всегда находится под моим личным контролем. Укрепление обороноспособности страны, возрождение Северного морского пути, новые индустриальные проекты при федеральной поддержке будут дополнены достойной инфраструктурой для жизни людей в Арктике. К опорным пунктам арктической зоны России отнесена агломерация Тикси-Найба-Булунского улуса, усилится деятельность научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития по научному изучению Арктики. В целом, развитие опорных пунктов поможет поднять на качественно новый, другой уровень жизни огромную территорию Якутской Арктики.
Цели обозначены, поддержка получена. Впереди сложная, кропотливая работа по реализации намеченных планов, уточнению источников финансирования, проектированию и строительству объектов. Это потребует высокого профессионализма и согласованности действий всех участников процесса. Я прошу правительства республики, глав муниципальных образований, руководство ключевых предприятий республики сформировать конкретный, пошаговый, оперативный план по каждому мастер-плану и обеспечить их своевременную реализацию. Особое внимание я прошу уделить вовлечению жителей в принятие проектных решений, в общественный контроль, чтобы в первую очередь были учтены реальные запросы людей. Мы, конечно же, продолжим работу по улучшению условий жизни селян. Основу здесь составят долгосрочные планы развития 48 опорных сел по линии программы комплексного развития сельских территорий. Обращаюсь к главам муниципальных образований. Я прошу ускориться и завершить разработку планов развития в кратчайшие сроки. При этом, конечно же, я прошу обратить внимание на качество планирования. Правительству республики необходимо определить приоритеты строительства объектов до 2030 года именно с учетом перспективы развития конкретных сельских территорий. Дороговизна товаров и топлива, высокие тарифы на тепло и свет способны свести на нет все действия по повышению уровня жизни, поэтому сокращение расходов на доставку грузов всегда остается приоритетной задачей правительства. В этом году, благодаря решению президента России, доведен до логического завершения совместный многолетний труд по законодательному решению вопросов северного завоза грузов. Специальный федеральный закон позволит повысить надежность и прозрачность поставок, сформировать комплексную систему управления северным завозом, основанную на цифровых технологиях и принципах эффективного распределения полномочий. Все это должно базироваться на разветвленной транспортно-логистической инфраструктуре доставки грузов. Жители Арктики уже ощутили позитивные изменения созданием 7 торгово-логистических центров, которые являются важным звеном опорной сети северного завоза. На днях будет введен центр Жиганский, а до конца 2025 года они появятся во всех 13 арктических районах. Перед нами также стоит задача реновации речного флота, который еще многие десятилетия будет безальтернативным видом транспорта для большей части республики. Новые речные суда должны строиться на Жатайской судоверфи. Я прошу правительство республики с учетом поручения президента страны обеспечить ввод первого этапа судоверфи до конца 2024 года. Существенную роль в экономии топлива также оказывают новые гибридные энергокомплексы в труднодоступных местах республики. Действующие 6 энергокомплексов уже сэкономили свыше 1300 тонн дизельного топлива. В следующем году планируется ввести еще 7 гибридных станций в Тампонском, Аймеконском и Алекминском улусах. Всего в республике их должно быть построено 72. Реализация этого инновационного проекта, кроме экономии топлива, значительно снижает негативное влияние на экологию Арктики. В целом, практически все новые инициативы в Арктике связаны с повесткой устойчивого развития. Это и атомная генерация, использование ветровой, солнечной энергии, это и модернизация нефтебазового хозяйства и генеральная уборка Арктики. В этом году в рамках национального проекта «Экология» завершена ликвидация самого опасного объекта накопленного вреда в республике – хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Устьянском районе. Потенциал новых инвестиционных проектов на территории Якутии повышает риски роста антропогенной нагрузки на природу. Поэтому наша позиция во взаимодействии с недропользователями остается прежней. Это безусловный приоритет экологии на принципах ответственного отношения к природе и местным сообществам. Большинство крупных недропользователей стремятся к повышению своего рейтинга ответственного бизнеса и ежегодно увеличивают экологические и социальные инвестиции. Считаю необходимым распространить этот опыт и на средние и малые предприятия, которые зачастую, к сожалению, выпадают из поля зрения надзорных органов. Уважаемые коллеги, на нашей северной земле благополучие людей напрямую зависит от условий жизни. Поэтому упор на привлечение инвестиций в строительство жилья, автодорог, газификацию, благоустройство сел и городов – это наш безусловный приоритет. Здесь я хочу подчеркнуть, что темпы решения копившихся многими десятилетиями проблем кратно возросли благодаря инициативам президента России Владимира Владимировича Путина по развитию инфраструктуры Дальнего Востока.
С 2018 года в рамках государственных программ и национальных проектов в республику вложено более 400 миллиардов рублей федеральных средств. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить наших коллег из территориальных органов федеральной власти, надзорных органов за взаимодействие в реализации национальных проектов, федеральных и республиканских государственных программ. Совместная работа по контролю эффективного и своевременного использования ресурсов для достижения национальных целей развития должна быть продолжена. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» мы держим высокие темпы дорожного строительства. В этом году введено более 415 километров новых дорог, а всего с 2018 года реконструировано свыше 3000 километров. В наступающем году завершится реконструкция автодороги Умнас до Владимировки. Будет полностью отремонтирован участок этой дороги, который проходит по городу Алюкминску. В столице четырехполосная дорога от аэропорта соединится с отремонтированной дорогой НАМ, ведущей на Юсхатын. В Мегано-Кангаласском и Амгинском улусах начнутся долгожданные работы по автодороге Амга. 50-м мостом, построенным в республике за 5 лет, стал новый мост через реку Нюя в Ленском районе, который открылся 7 ноября. В следующие 5 лет должно быть построено еще 50 новых мостов через реки Якутии. Прошу правительство республики обратить особое внимание на продолжение национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Главой государства поставлена задача привести к 2030 году в нормативное состояние не менее 85% дорожной сети дальневосточных городских агломераций с населением свыше 20 тысяч человек. Необходимо совместно с главами Нюрнбергского, Мирнинского, Ленского и Алданского районов подготовить план дорожных работ, начать проектирование и определить технические решения, синхронизовав их с планами развития городов. В этом году продолжилась реконструкция аэропортов республики. В начале октября завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, которая длилась долгих 8 лет. Завершены работы по аэропортам Вилюйска, Уснеры, Сангара и Хандыни. 15 ноября принял первый рейс обновленный аэропорт Черского, самый дальний от Якутска. Завтра долгожданное и радостное событие предстоит у нас в Южной Якутии. Открывается новый аэровокзальный комплекс города Неринга. В 2024 году должна завершиться реконструкция аэропортов Полярный, Алёкминск и строительство нового аэропортового комплекса в Мирном. Перечислить введенные объекты можно очень быстро, но за этим стоит огромный труд и огромные ресурсы. Но важнее всего это радость людей, которые вместо ветхих аэропортов, построенных более полувека назад, когда они видят современные здания аэровокзалов, удобные и безопасные условия для перелетов. Отмечу, что в этом году жители Арктики приобрели 35 тысяч авиабилетов по субсидированным тарифам. Это в 8 раз больше, чем в 2021 году, когда таких тарифов у нас не было. Эта практика обязательно должна быть продолжена и дальше в полном объеме. Понимая, как меняется к лучшему жизнь людей с приходом газа, мы принципиально подходим к вопросу дальнейшей газификации республики. Крупнейший наш проект – это строительство магистрального газопровода Кызылсыр-Мостах длиной 84 километра. На сегодня уже сварено 72 километра трубы. В наступающем году газопровод будет введен и решится многолетняя проблема энергетической безопасности столицы и всей Центральной Якутии, где живет более 450 тысяч человек. В этом году началась практическая реализация совместная с «Газпромом» программы газификации Алданского, Ленского, Нюрнбергского и Алюкминского районов. К 2028 году здесь будет газифицировано более 30 населенных пунктов. В этом году также запущены новые межпоселковые газопроводы в Вилюйском, Чурапчинском, Горном, Мегано-Кангаласском улусах. Мы занимаем первое место на Дальнем Востоке по социальной газификации. Работа у нас идет в опережающем ритме. В этом году компания «Сахатранснефтегаз» построила более 240 километров газовых сетей. Газ запущен в 2800 домов якутян со значительным перевыполнением плана. В перспективе до 30 года бесплатная газификация еще более 15 тысяч домовладений. На днях «Сахатранснефтегаз» отметил свое 20-летие, и я уверен, что компания с честью продолжит славные традиции газовиков Якутии. Завершена
реконструкция якутского газоперерабатывающего завода, что позволило существенно увеличить выработку сжиженного углеродного газа для обеспечения потребностей растущего рынка газомоторного топлива, а это приоритет для газовой отрасли. Субсидирование перехода на газомоторное топливо и приобретение передвижных автогазозаправочных станций продолжается из госбюджета республики. Впервые в этом году для республики были предусмотрены и федеральные средства на эти цели. Работа здесь идет, и 15 декабря Саханефтегазсбыт открыл в Якутске новую станцию по переводу грузового и легкового автотранспорта на газомоторное топливо. Тем не менее, темпы перевода, темпы развития газозаправочной инфраструктуры я считаю низкими. Поэтому на предстоящий год ставлю задачу перевода на газ не менее 500 транспортных средств, прежде всего государственных и муниципальных учреждений. В целом, предстоящие 5 лет надо перевести на газ не менее 4000 единиц техники. Это даст экономию свыше 1 200 000 000 рублей. Ускоренными темпами надо выходить на строительство завода СПГ и сети газозаправочных станций. Уменьшать зависимость от привозного топлива за счет якутского газа – это реальная возможность снизить без конца растущие цены на топливо. В одном из моих первых посланий мне приходилось говорить о проседании темпов строительства жилья в республике. Так, в 2018 году было введено 530 000 квадратных метров жилья. Сейчас темпы растут. По итогам 2023 года мы ожидаем вот 650 000 квадратных метров жилья. В ближайшие годы жилищное строительство будет серьезно возрастать. В первую очередь за счет проектов комплексного развития территорий и за счет ликвидации аварийного жилого фонда. По поручению президента России к 2030 году в Якутске должно быть полностью ликвидировано аварийное жилье, признано таким на 1 сентября 2023 года. Это свыше 1000 аварийных домов, из которых в новые квартиры переселятся более 40 000 горожан. До 1 апреля 2024 года план-график расселения должен быть полностью сформирован, и для мэрии Якутска, конечно же, это является важнейшей задачей. Предстоит очень серьезная работа, которая потребует консолидации всего строительного и логистического комплекса, привлечения трудовых кадров и работы с жителями. За последние годы такой опыт у нас наработан. Республика реализует самую масштабную в стране программу расселения аварийного жилья. С начала программы мы идем с опережением планов. Построено уже 204 многоквартирных дома, строится еще 128, которые должны быть сданы к 1 сентября 2025 года. Эту задачу мы обязаны выполнить, несмотря ни на какие трудности. Недавно я был в селе Урюнхая на берегу Северного Ледовитого океана, где ввели уже 5-й дом, построенный в Анабарском улусе для переселенцев. За людей было радостно вдвойне, ведь в Арктике у нас десятилетиями не строились новые дома. А с 2020 года в арктических районах под расселение построено уже 23 многоквартирных дома, а всего их будет введено 66. В этом году стартовала также программа «Доступное арендное жилье» в Дальневосточном федеральном округе. В рамках программы в нашей республике планируется фонд 850 арендных квартир. Первые такие квартиры появятся уже в следующем году в Якутске и Алдане. Бывая в районах республики, я также вижу, с каким энтузиазмом жители участвуют в разработке проектов благоустройства, с какой радостью встречают открытие новых общественных пространств, созданных с искренней любовью к своей малой родине. В 2023 году в 34 муниципальных образованиях благоустроено 93 объекта. Это парки, площади, набережные, зоны отдыха, пешеходные улицы. Это дворы в рамках проекта «1000 дворов Дальнего Востока». В целом почти 3 миллиарда рублей в этом году направлено на благоустройство городов и сел. Наша республика стала лидером дальневосточного этапа Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды этого года. 10 муниципалитетов Якутии привлекли на реализацию своих проектов 900 миллионов рублей из федерального бюджета. И в 2024 году по этим проектам будут строиться крупные общественные пространства в 9 районных центрах и в городском округе Жатай. Уважаемые коллеги, экономический рост, развитие промышленности, надежность инфраструктуры – это основа основ для повышения качества жизни в республике, и все это достигается трудом якутян. 2023 год у нас проходил под знаком Года труда, объявленного именно для укрепления в обществе уважения к труду как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего.
В год труда нам удалось поднять широкое движение по всей республике, направленное на чествование передовиков производства, трудовых династий, высококлассных мастеров своего дела. Большой отклик получила премия «Человек труда», которая была вручена в канун 1 мая 50 лучшим трудящимся. Сегодня в этом зале находятся труженики разных отраслей из числа лауреатов премии. Токарь ремонтно-производственная база Колмара Бруев Игорь Александрович, машинист эскаватора Хангаласского филиала РИК «Автодор» Сергей Анатольевич Серых, медицинская сестра Капитоновского дома-интерната Власова Галина Александровна. В их лице я хочу от всей души поблагодарить всех тружеников Якутии, всех ветеранов, кто своим трудом внес и вносит огромный вклад в благосостояние нашей родной Якутии. Мы и дальше будем укреплять в обществе почетное отношение к труду, укреплять институт наставничества, преемственность трудовых традиций. Поддерживая такое движение, я принял решение, что премия «Человек труда» станет нашей республике ежегодной. В год труда мы сделали шаги по восстановлению справедливости в оплате труда квалифицированных работников бюджетной сферы. Мы не только повысили их заработную плату на индекс роста минимальных гарантий оплаты труда, но и приняли для 24 тысяч работников отдельное решение по повышению их зарплаты. Я поручаю правительству в наступающем году продолжить работу по обеспечению справедливой оплаты труда в республике, в том числе с учетом значительного роста минимального размера оплаты труда. В 2023 году достиг исторического минимума 5,6% уровень безработицы в Якутии. Это связано в первую очередь с ростом рабочих мест в производственных отраслях, в которых занято уже более 150 тысяч якутян. С начала этого года по проекту «Местные кадры в промышленность» устроилось на работу 8,5 тысяч жителей республики, в том числе 5 тысяч молодых специалистов и 2 тысячи селян. Тем не менее, спрос на трудовые кадры растет. На сегодня заявлено 11 тысяч вакансий в добывающих компаниях, в строительстве, в дорожно-транспортной отрасли. Считаю, что назрела необходимость объединить ресурсы бизнеса, общества и властей для формирования единой экосистемы трудового потенциала республики, чтобы отвечать на новые вызовы, эффективно развивая рынок труда. Прошу правительства проработать этот вопрос в комплексе от модернизации центров занятости в районах до создания единой профориентационной системы, включающей все направления и формы работы с человеком на всех этапах жизни, начиная с раннего детства. Также прошу уже в будущем году запустить работу рекрутингового центра для выпускников колледжей и вузов с централизацией данных о вакансиях на единой цифровой платформе. Отдельным поручением я ставлю задачу поддерживать работодателей, которые создают рабочие места для участников специальной военной операции и для людей с инвалидностью. Развивая рынок труда, первое, к чему мы должны стремиться, это чтобы в нашей Якутии, которая вносит немалый вклад в благосостояние всей страны, не было бедности. Указ о мерах по борьбе с бедностью я подписал первым после вступления в должность главы республики на 2-й срок. За 5 предыдущих лет из зоны бедности в республике выведены 34 тысячи человек. Уровень бедности у нас сократился с 19,6% до 15,6%. По скорости снижения это один из лучших результатов в стране. Но этого недостаточно. Сейчас я ставлю задачу удвоить темпы. Это значит, что в предстоящие 5 лет не менее 70 тысяч человек должны преодолеть черту бедности, а уровень бедности в Якутии должен сократиться минимум наполовину. Каждый, кто в силу жизненных обстоятельств попал в зону бедности, должен получить не просто поддержку, а персонализированное сопровождение, что поможет ему и его семье обрести социальную устойчивость. Особое внимание тем согражданам, кто в силу возраста или состояния здоровья не может самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Особые подходы для жителей сел и Арктики, где объективно мало рабочих мест и меньше возможностей для предпринимательства. Уже принято первое решение, которое поможет семьям быстрее преодолевать бедность. Размер социального контракта со следующего года увеличен в 2 раза и составит 500 тысяч рублей. Эффективная борьба с бедностью не может базироваться только на социальной помощи. Главное, чтобы каждый трудоспособный якутянин имел возможность работать, а его зарплата была достойной.
Каждый желающий должен иметь возможность открыть свое дело с опорой на эффективные меры государственной поддержки и тем самым укреплять благосостояние своей семьи. У нас есть сегодня все возможности для этого. Наследие многовековой жизни на огромной удаленной территории дало нам ценнейший опыт самодостаточности, умение обеспечивать благосостояние своим трудом. Все больше открывается новых возможностей выбрать работу по душе, реализовать свой творческий потенциал. Чтобы дать шанс молодым работать и добиваться успеха в родной Якутии, мы целенаправленно развиваем несырьевую экономику, создаем инфраструктуру поддержки в тех отраслях, в которых видит себя сегодня молодое поколение. Кинематограф, анимация, музыка, дизайн и разработка игр. Новые возможности должны быть доступны самому широкому кругу желающих освоить востребованные навыки. Для этого, например, мы совместно со Сбером в этом году открыли первую на Дальнем Востоке школу 21. Новый кампус откроет доступное и качественное образование в сфере IT-технологий для всех жителей Якутии. При этом, конечно же, мы не будем ограничиваться только Якутском. В этом году в 12 муниципальных IT-центрах начато обучение программированию и дизайну. Совместные образовательные проекты с ведущими компаниями страны смогут сделать обучение еще доступнее и окажут помощь в трудоустройстве на местах. Необходимо масштабировать такие инициативы и увеличивать количество IT-центров в муниципальных районах. В этом году стартовал один из самых амбициозных проектов Якутии. Это проект «Синергия Арктика», который мы реализуем совместно с Минцифрой России. На сегодня уже полностью оцифрованы два арктических улуса, это Анабарский и Оленевский. До конца года оптоволокно придет в Жиганск, а за 4 года скоростные линии связи должны дойти до каждого арктического районного центра. Уверен, мы сможем полностью реализовать этот проект и практически откроем новый мир безграничных возможностей для жителей Арктики. В Якутии работают десятки кинокомпаний и творческих коллективов, благодаря которым о якутском кино сегодня узнала вся страна, да можно сказать и весь мир. Президент России поручил создать якутский кинопавильон полного цикла. И мы сформируем многофункциональный кинотехнологический центр как ядро киноиндустрии, анимации и цифрового контента не только Республики Саха-Якутия, но и всего Дальнего Востока. Значение собственного качественного цифрового контента для укрепления семейных ценностей, сохранения национальной идентичности, развития языков будет только расти. И здесь крайне важно занимать активную позицию и действовать на опережение. Необходимо ускоряться и в создании высокотехнологичных отраслей, востребованных для республики. Огромная территория Якутии требует новых логистических решений, эффективного мониторинга и управления. Изменить привычные процессы способны беспилотные авиационные системы. В Якутске уже начато производство беспилотных летательных аппаратов, и, что не менее важно, ведется подготовка специалистов. Я прошу правительство республики включиться в новый национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Надо начать их активное внедрение в реальном секторе экономики, мониторинге лесных пожаров, наводнений, доставки грузов. Для развития несырьевого сектора экономики мы сформировали не имеющую аналогов в стране инфраструктуру поддержки. Фонд развития инноваций для поддержки молодых компаний, IT-парк для продвижения высоких технологий, кластер «Квартал труда» для роста креативных индустрий, территорию опережающего развития Якутия и Южная Якутия, Фонд развития промышленности и предпринимательства, Алмаз-Эргенбанк для поддержки инвестпроектов и многое другое. Пришло время, когда созданная инфраструктура привлечения инвестиций и поддержки бизнеса должна выполнить свое главное предназначение. Это запуск новых производств и их вывод на российские и международные рынки. Я прошу правительство республики обеспечить эффективность деятельности институтов развития. Главный итог их работы должен быть приток инвестиций в экономику Якутии. Оценивать результат нужно не по количеству проведенных встреч или консультаций, а по реализованным бизнес-идеям, созданным и сохраненным рабочим местам. Мы много говорим о местном производстве, но реальные шаги начали делать только сейчас. С принятием специального закона начинают создаваться территории развития местного производства, которые будут пользоваться инвестиционной, налоговой и административной поддержкой. Первые две из них в Хангаласском и Горном улусах, где имеется необходимая энергетическая транспортная инфраструктура, будут развивать производство пищевой продукции, туризм, придорожный сервис, беспилотные технологии и металлообработку. Я ставлю задачу в течение 5 лет создать не менее 15 территорий развития местного производства. При этом важно не их количество само по себе,
а новые высокопроизводительные рабочие места и обеспечение якутян местной продукцией. В первую очередь, конечно же, это собственные продукты питания. Сельское хозяйство всегда находится в зоне моего особого внимания. От его развития зависит благополучие не только селян, но и обеспечение качественными продуктами, а значит и здоровье жителей всей Якутии. В этом году финансирование сельского хозяйства достигло 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд. С 1 января будущего года по моему поручению будут увеличены ставки субсидий на 1 килограмм молока до 65 рублей, на содержание маточного поголовья личным подсобным хозяйством до 39 тысяч рублей, а в Арчийских районах до 45 тысяч рублей. Также возрастут ставки и на зерновые культуры и овощи, которые не менялись последние годы. Сельское хозяйство в новых условиях должно технологически обновиться. Необходимо сформировать сельскохозяйственный каркас из крупных устойчивых предприятий с новыми производственными мощностями, которые будут обеспечивать не менее 60% всей валовой продукции сельского хозяйства. Надо также внедрять новые инструменты обеспечения качественными продуктами детских садов, школ, больниц, социальных учреждений. Доля местных продуктов в государственных закупках здесь должна быть не менее 25%, а муниципальных до 50%. Я прошу правительство республики уже в следующем году приступить к реализации инвестиционных проектов на основе офсетных контрактов. Гарантированный сбыт продукции и услуг расширит ниши для организации новых производств, создаст новые рабочие места, в том числе и в сельских территориях. Нужно добиваться, чтобы продукция и услуги местных компаний отвечали растущему спросу и потребностям людей. Для этого необходима высокая квалификация кадров, повышение производительности труда, ускоренное внедрение разработок и открытий якутской науки. Я прошу Академию наук республики внести предложение по созданию новых биотехнологических продуктов в сфере медицины, косметологии, пищевой промышленности, ветеринарии по внедрению наукоемких технологий в агропромышленный комплекс. Обладая огромным потенциалом развития туризма, к сожалению, Якутия остается пока недоступной для большинства желающих посетить ее. Большую роль в этом играют объективные факторы. Вместе с тем в наших силах стимулировать туристический поток, создавать комфортные места отдыха, повышать качество обслуживания, предлагать уникальные маршруты, которые будут интересны и для внутреннего, и внешнего туризма. Пора переходить к практическому этапу модернизации международного терминала аэропорта Якутск и строительству гостиниц в столице республики. Правительству республики поручено разработать новую стратегию развития туризма и внедрить комплексное мастер-планирование размещения объектов туристической инфраструктуры в республике. Я прошу не затягивать с подготовкой и с участием представителей бизнеса внести взвешенные предложения до конца первого квартала следующего года. В пандемийные годы мы приняли решение по беспрецедентному снижению налогов для малого бизнеса. И сейчас у нас налоговые ставки остаются одними из самых низких в стране. Я хочу искренне поблагодарить предпринимателей, которые в крайне непростых условиях продолжают расширять свой бизнес. Инвестиции в основной капитал несырьевого сектора Якутии увеличились в этом году на четверть. Надо и дальше ломать административные барьеры, сокращать инвестиционный цикл, упрощать решение земельных вопросов, оцифровывать процессы, чтобы предприниматели еще быстрее и надежнее развивали свой бизнес. Надо защищать их от любого давления, освобождать от излишнего, неоправданного контроля и проверок. Еще раз повторю, у каждого должна быть возможность при желании открыть свое дело, получать с него доход и тем самым укреплять благополучие своей семьи и в целом всего нашего общества. Также мы не должны забывать о минимизации рисков бедности и неблагополучия как таковых. Думая о детях и их будущем, надо работать над формированием ответственного отношения к собственному благосостоянию, достигаемого, конечно же, трудом и деловой активностью. В этом смысле особое внимание должно быть уделено семье. Именно в семье мы получаем самый первый жизненный опыт и ценные навыки. Именно семья прививает ребенку уважение к труду. Понимание огромной роли семьи в воспитании каждого человека и в развитии всего общества – это основа семейной политики в нашей республике, направленная на сохранение традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи. В Якутии этот курс был заложен Михаилом Ефимовичем Николаевым. В этом году мы проводили в последний путь нашего первого президента, человека, которого бесконечно уважал и любил весь многонациональный народ Якутии.
Нам еще предстоит осмыслить все, и что он сделал для Якутии, для всей нашей страны. Это, конечно же, сделает история, сделают будущие поколения, в счастье которых он искренне верил. 13 ноября я подписал указ об увековечении памяти первого президента, основанный на предложениях общественности. Так, например, в Актемцах будет создан мемориальный комплекс Михаила Ефимовича Николаева, а также научно-технологический кластер «Ленский край». Улица Автодорожная в Якутске будет переименована в проспект Михаила Николаева, который станет магистральной осью развития столицы в южном направлении. Убежден, что лучшей нашей благодарностью нашему первому президенту будет продолжение дела его жизни, воплощение его идей, его веры в счастье всех семей Якутии. Именно поэтому все мы с воодушевлением встретили решение президента России Владимира Владимировича Путина об объявлении 2024 года годом семьи. Многодетная российская крепкая семья должна стать важным ценностным ориентиром. Такую задачу ставит президент, и я уверен, что лучшие традиции и практики Якутии по поддержке семьи могут стать примером для всей страны. Сегодня в нашей республике 34 тысячи многодетных семей. В них растет более 118 тысяч детей. И если оценить поддержку материнства и детства в финансовом выражении, то за прошедшие 5 лет его общий объем вырос более чем в 7 раз, до 27 миллиардов рублей. Наряду с федеральными мерами мы расширяем поддержку семей со стороны республики. Так, введенный в год матери, в год векового юбилея республики целевой капитал «Дети столетия» мы продлили на 5 лет. В 2024 году его размер с индексацией составит уже более 110 тысяч рублей. С 1 января в 2 раза до 300 тысяч рублей увеличится размер республиканского материнского капитала «Семья». А молодые люди в возрасте до 25 лет, вступая в брак, будут получать 50 тысяч рублей от родной республики. В наступающем году в дополнение к уже принятым решениям будет увеличено вознаграждение приемного родителя, воспитывающего несколько детей. Наша общая задача, чтобы все дети в Якутии жили в тепле семьи, чтобы с каждым годом как можно меньше детей оставалось в детских учреждениях. Важнейшее направление – это профилактика семейного неблагополучия. Мы взяли курс на создание в республике семейных многофункциональных центров, в которые по принципу одного окна смогут обращаться семьи для решения жизненных вопросов. Семейный МФЦ заработал в Намском улусе, в следующем году откроются такие же центры в Чурапче и в Якутске. Считаю, что все эти меры позволят повысить общий уровень социального самочувствия семей в республике, поддержат их желание рожать и воспитывать детей в любви и заботе. Очень важно поддерживать традиционные для Якутии многопоколенные семьи, поддерживать людей в желании узнавать свои корни, историю своих семей, из которых складывается история Родины. Думаю, такое стремление заслуживает внимания и всяческой поддержки. Также мы обязаны поддерживать активное долголетие нашего старшего поколения. Большое счастье, что у нас в республике есть немало долгожителей, и есть среди них те, кто уже отметил свой вековой юбилей. Самыми старейшими жительницами республики Ульяне Егоровне Пермяковой из Мерино-Кангаласского улуса и Прасковье Петровне Яковлевой из Татинского улуса уже по 103 года. Давайте все вместе пожелаем им крепкого здоровья, счастья и долголетия. Они для всех нас большая гордость и пример жизнелюбия. Я уже говорил, что в этом году продолжительность жизни у нас впервые сравнялась со среднероссийской. Сейчас мы ставим задачу, чтобы в ближайшие годы продолжительность жизни в республике возросла до 78 лет, в ближайшие 5 лет, а к 30 году Якутия должна вступить в клуб регионов, где средняя продолжительность жизни будет более 80 лет. Для этого будем и дальше развивать гериатрическую службу и здравоохранение. Большие изменения произойдут в социальной сфере. Месяц назад в Намцах открылся современный дом-интернат, где прорабатываются новые формы поддержки активного долголетия для жителей республики. По итогам встречи с ветеранами я поручил правительству также проработать возможность создания Центра активного долголетия в городе Якутске. Со следующего года будем внедрять механизмы софинансирования муниципальных проектов, направленных на создание досуговых центров, летних оздоровительных лагерей для пожилых людей. В тех местах, где ветераны смогут общаться, проводить совместное время.
возможность вести полнокровную жизнь, заниматься любимыми увлечениями, путешествовать и даже учиться – все это может и должно быть доступно для якутян старшего возраста. Дорогие друзья, в 2025 году мы будем отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата и память о бессмертном подвиге нашего народа должна еще крепче объединить нас всех от мала до велика. Я прошу правительство, органы местного самоуправления активнее вести подготовку к великому празднику, беря во внимание все самое важное – и заботу о ветеранах, поисковую работу, благоустройство мемориалов и, конечно же, участие всех якутян в сохранении исторической правды наследия старшего поколения. С 2021 года мы объявили в республике десятилетие здоровья, поставив цель добиться за эти годы коренных перемен в укреплении общественного здоровья, формирования ответственного отношения каждого человека к своему здоровью, восприятию культуры здорового образа жизни как нормы для всех. Первая, безусловно, важнейшая наша задача – это доступность качественной медицины для каждого жителя республики. Делается для этого немало. Развитие инфраструктуры здравоохранения идет темпами, каких у нас никогда еще не было. И это поднимает на новый уровень медицинской помощи, особенности для сельских жителей. 29 ноября с участием президента России мы открыли поликлинику в Итыккёле. Это один из 14 крупных медицинских объектов в сельских районах республики, которые строятся по федеральной программе модернизации первичного звена до 2026 года. Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием, в том числе 16-срезовым компьютерным томографом. Такой аппарат в сельской больнице, да не то что в сельской, в любой городской больнице еще недавно казался фантастикой. Кроме Татинской поликлиники, в ближайшее время у нас завершается строительство больничных комплексов в Чурапче и в Ханум Омского улуса. В будущем году ожидается ввод комплекса с поликлиникой в Усьмае и больницы в селе Эльгай Сунтарского улуса. С вводом в 2025 году будут строиться поликлиники в Амге, лечебные корпуса в Вилюйске, Нижнем Бестяхе, в Намцах, Нюрбе, Верхневилюйске и больничный комплекс Май. Все новые больницы будут оснащаться современным оборудованием и, конечно, ни в чем не будут уступать и городским клиникам. Завершается строительство онкологического центра, который вместе с Национальным центром медицины и кардиососудистым центром составит ядро высокотехнологичной медицины республики. Это станет огромным шагом в борьбе с этой страшной болезнью. Якутяне смогут проходить глубокую диагностику и самое современное лечение дома, не выезжая в другие города. Многолетняя проблема – это доступность медицинской помощи жителям Арктики. Стандартными методами ее не решить, поэтому в этом году мы запустили новую модель арктической медицины. В январе был создан региональный центр мобильных бригад, которые на сегодня уже охватили 89 поселков арктической зоны. Врачи осмотрели свыше 33 тысяч человек, это больше половины жителей Арктики. Выявлено более 67 тысяч заболеваний, более 16 тысяч из них у детей, 6 тысяч человек взяты на диспансерное наблюдение, направлены на углубленные исследования. Мне много пишут жители нашей Арктики, что этот замечательный проект должен обязательно продолжаться. Поэтому с будущего года проект будет развиваться и дальше, уже на лечение выявленных больных, на улучшение качества здоровья северян. Для этого мобильные бригады будут оснащаться лечебно-диагностической инфраструктурой, транспортом и связью. Также я поручаю расширить работу мобильных бригад во всех отдаленных, труднодоступных местах республики, усилить узкими специалистами с возможностью проведения экспресс-диагностики и оказания специализированной медицинской помощи. Сейчас мы актуализируем принятый в 2021 году указ об общественном здравоохранении. Ключевой стратегией развития здравоохранения становится перенос фокуса с лечения на сбережение и укрепление здоровья, переход к профилактической и персонализированной медицине. Идет работа над созданием квартала здоровья на базе Национального центра медицины для разработки и внедрения здоровья-сберегающих технологий в экстремальных условиях Севера. С учетом этнического многообразия Якутии, включая коренные и малочисленные народы Севера, большое внимание уделяется генетике. В этом году в Национальном центре медицины открыт Центр мозга и нейрогенетики. Продолжается работа по созданию национального биобанка, готовятся кадры, идет цифровизация медико-генетической службы. Уже сегодня ведется скрининг на носительство наследственных заболеваний и наблюдается почти 3000 человек. В числе задач технологическое перевооружение и цифровизация здравоохранения.
И, конечно, ориентированность медицины на человека, профессиональный рост медиков, улучшение условий их труда. Каждое вложенное усилие в укрепление общественного здоровья многократно окупается снижением нагрузки на систему здравоохранения и, конечно же, долгое здоровье и жизнью людей. Именно такой баланс мы видим в качестве стратегической цели, ставя во главу безусловную ценность здоровья каждого жителя нашей Якутии. Идет работа над определением пятилетних приоритетов, направленных на достижение нового качества единой системы образования республики в партнерстве с наукой, с реальным сектором и гражданским обществом. В главном фокусе будет подготовка каждого юного жителя республики к взрослой жизни, как гражданина и профессионала, способного добиваться личного успеха и вносить свой вклад в благосостояние и развитие всего общества. Последние годы мы сделали настоящий рывок в развитии инфраструктуры образования. В новые школы и детские сады пошли более 33 тысяч детей. Завершился капитальный ремонт 57 школ в 26 муниципальных районах и в городе Якутске. В этом году введены 6 детских садов и 14 школ, в том числе крупнейшая в республике школа в квартале Прометей Якутске и самая большая школа в сельской местности в Бердикестях и Горного Улуса. Людей очень радует, что каждый новый садик или школа по-своему уникальна, с неповторимым дизайном и современным оснащением. При этом хочу обратить внимание на то, что есть случаи переноса ввода объектов, и предупреждаю, что допускать такое больше нельзя, даже если причины срывов кажутся вполне себе объективными. Тем более, что на будущий год план у нас еще более амбициозный. Мы должны ввести 6 новых детских садов и 18 школ. Мы начали работу по развитию инфраструктуры профтехобразования. Стартовала 5-летняя программа модернизации 25 колледжей. Началась работа по созданию 46 современных учебно-производственных мастерских. Открылся образовательно-производственный центр горнодобывающей отрасли на базе Южно-Якутского технологического колледжа с федеральным финансированием 100 миллионов рублей. Я уверен, что реальные преобразования инфраструктуры должны нас приближать к главной цели – доступности качественного образования для каждого юного жителя республики. Более того, возможность повышения квалификации, переподготовки или получения новой профессии должна быть у каждого жителя республики в любом возрасте. В школах мы должны перестать оценивать качество образования исключительно по результатам ЕГЭ. Образовательные учреждения не могут работать только для хороших отметок. Единая, и это я подчеркиваю, единая система образования республики от детских садов до университетов должна работать на опережение с ориентиром на новую экономику, на новое качество жизни. В этой единой системе для каждого должна быть построена личная траектория развития до выбора и освоения профессии, востребованной на рынке труда. Необходима система сопровождения молодого человека уже после выпуска из школы, колледжа или вуза. Только таким образом можно оценить эффективность его обучения и вклад образовательной системы в реальную экономику или в социальную сферу. Именно в таком ключе мы должны перестраивать всю систему образования. Для успеха в каждом сегменте экономики, в каждой отрасли необходима сегодня высокая квалификация. Именно поэтому в школах, в техникумах, в институтах надо широко внедрять бизнес-образование, технологическое и творческое направление. Подготовку кадров надо активнее перестраивать под запросы экономики. Наши ведущие вузы, наш флагман Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова должны возглавить эту перестройку и интегрировать в свою экосистему школы и колледжи республики. В числе приоритетных проектов по развитию инновационной образовательной среды, конечно же, создание межвузовского кампуса на базе Северо-Восточного федерального университета и научно-технологического кластера «Ленский край» с технопарком в селе Актемцы. Эти центры должны стать местом вовлечения молодых якутян в сферу передовых научных исследований, разработки и испытания современных технологий. Конечно же, качество образования напрямую зависит от качества педагогического труда, от мастерства учителя. Вместе с развитием материальной базы надо совершенствовать систему управления сферой образования, преодолевать засилие отчетности учителей и преподавателей, дать им возможность заниматься своим прямым призванием – учить и воспитывать подрастающее поколение. Я считаю неэффективным попытки добиться качества образования за счет увеличения административного звена учебных заведений. Наоборот, многие процессы можно и нужно централизовать, и не только обеспечивающие такие, как бухгалтерия или закупки.
Я прошу правительства совместно с муниципалитетами начать в 2024 году работу по созданию образовательных комплексов с единым управленческим аппаратом. Такой подход может быть эффективным и в Якутске, и в других городах и крупных районных центрах республики. Прежде всего, необходимо решить проблему нехватки педагогов, а она есть сегодня практически во всех районах. Надо принимать комплексные решения со стороны республиканских и муниципальных органов власти, начиная от целевой подготовки педагогических кадров до создания жилищных условий на местах. Необходимо продолжить проект «Учитель Арктики», по которому с 2020 года в Арктические улусы приехали работать 180 педагогов. Также надо расширять адресную помощь, введенную в этом году молодым специалистам, заключившим договор для работы в государственных и муниципальных образовательных организациях. Надо выправлять ситуацию с низкими зарплатами начинающих учителей. Об этом я уже говорил на Владивостокском совещании. И сегодня поручаю правительству республики в течение следующего года решить вопрос по увеличению до 75% надбавки молодым специалистам с педагогическим стажем до 3 лет. Уверен, что надо поддерживать мотивацию педагогов и в моральном плане, признавая их важнейшую роль в развитии всего общества. В год педагога и наставника мы постарались поднять внимание общества и значимости статуса педагога, преемственности традиций образования. Тысячи и тысячи якутян обратились к своим учителям, к своим преподавателям, мастерам со словами благодарности и уважения. Немало ребят задумалось и о выборе профессии педагога. Сегодня я пригласил в этот зал своего учителя, наставника Виктора Филипповича Потапова, первого народного учителя Российской Федерации из Якутии, а также Вячеслава Даниловича и Мирона Мироновича Окорковых, представителей уникальной педагогической династии с общим стажем более 2000 лет. В вашем лице, уважаемые учителя, педагоги, я благодарю всех якутян, посвятивших себя воспитанию подрастающего поколения Якутии. Уважаемые друзья, мы всегда должны помнить об огромном влиянии системы образования на нравственное состояние общества. Особенно это важно сейчас, когда наша страна переживает переломное время, борется за свою свободу. Патриотическое воспитание молодых, их духовно-нравственное формирование – это не просто важная целевая задача, это, по большому счету, залог будущности нашего Отечества. В республике развернута большая работа в сфере патриотического воспитания. В ней участвуют все органы власти, общественные объединения, такие как региональное отделение Юнармии, волонтеры Победы, Движение Первых и многие другие. В 2024 году при поддержке Юрия Петровича Трутнева должно открыться республиканское отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания войн. Наша молодежь показывает свой высокий патриотический настрой. Именно те молодые люди, которые до специальной военной операции мы называли детьми, мальчиками, сегодня встали на защиту нашей Родины. На их примере, на примере всех, кто считает своим долгом, трудом, волонтерством приближать победу, нам надо воспитывать юное поколение. Я в этой связи поручаю правительству ускорить создание молодежного центра «Патриот», миссией которого будет координация всех форматов патриотического воспитания, развития добровольчества и информационного сопровождения работы с молодежью. Также на первом антифашистском форуме в Якутске я дал поручение правительству по созданию постоянной экспозиции, посвященной героям специальной военной операции в музейном комплексе «Россия. Моя история». В 2024 году это поручение должно быть исполнено. Воспитание патриотизма, духовно-нравственное становление общества, укрепление традиционных ценностей – это главнейшие задачи в сфере культуры. Сегодня есть большой запрос на проявление искренней любви к своей родине, к своему народу, и есть запрос на единение общества, на укрепление межнациональных отношений. Это волнует людей в наше непростое время, когда общество нуждается в твердой духовной опоре. Все это должно воплощаться в литературе, в театральном, музыкальном, художественном искусстве. При этом надо больше доверять молодым, их креативности, свежему взгляду, ориентиру на новые формы искусства, на современные инструменты для творчества. Конечно, мы должны создавать лучшие условия для приобщения якутян к культуре, к высокому искусству. 2024 год в этом смысле станет по-настоящему прорывным. В районах и городах республики будут введены крупные объекты культуры.
В их числе культурные комплексы в родных местах основоположников государственности республики. Максима Кировича Амосова, день рождения которого мы сегодня отмечаем, в селе Хатырык Намского улуса, Платона Алексеевича Аюнского, Черкеха Татинского улуса и Исидора Никифоровича Барахова в селе Харбалах Верхнеюлийского улуса. Во исполнение прямого поручения Владимира Владимировича Путина завершится строительство многофункционального центра в селе Бескёль, пострадавшего от лесного пожара в августе 2021 года. По поручению президента в Якутске также должно начаться строительство нового комплекса Высшей школы музыки. И в следующем году мы должны завершить строительство Арктического центра эпоса и искусств, уникального пространства северной культуры, аналогов которым сегодня в России нет. Традиции сохранения духовного наследия народов Якутии являются нашим вкладом в многонациональную культуру России. Особенно ярко мы увидели это на международном выставке форуме «Россия на ВДНХ». Выставку уже посетило более 3 миллионов человек, и экспозиция республики, наши культурные мероприятия вызывают неподдельный интерес и восхищение. И у нас есть все основания утверждать, что в повороте России на восток Якутия может в том числе стать главной опорой в продвижении российского культурного кода в восточном направлении. Бесценным даром Якутии мировому сообществу являются международные спортивные игры «Дети Азии», основанные в 1996 году Михаилом Ефимовичем Николаевым. С 25 июня по 7 июля 2024 года мы будем принимать в Якутске 8-е летние игры «Дети Азии». Они станут крупнейшими международными спортивными событиями 2024 года в России. Наша страна подвергается огромному давлению и попыткам изоляции от мирового спортивного движения. Проведение игр «Дети Азии» подтвердит нашу открытость, приверженность олимпийским идеалам, ценностям дружбы и честной спортивной конкуренции. Все это с самого начала зарождения наших игр было их главным смыслом. И сейчас мы видим, какой высокий престиж они имеют в самых разных странах. 8-е летние игры во многом станут рекордными. Соревнования пройдут по 24 видам спорта, будет разыграно 224 комплекта наград, ожидается участие почти 2000 юных спортсменов из многих стран и российских регионов. Идет подготовка 16 спортивных объектов, где будут проходить соревнования. В том числе строится монофункциональный спортивный зал в Сайсарах и спортивный комплекс в селе Хатас. К играм должна преобразиться наша столица. Якутск должен встретить гостей чистым, цветущим и красивым. Я уверен, что все горожане будут воодушевлены возможностью сделать свой родной город лучшим местом для грандиозного праздника детства, мира и дружбы. Уверен, что Якутия на Исехе Туймады, который пройдет в это время, представит всему миру нашу богатейшую культуру, наше гостеприимство и дружелюбие. Но прежде всего, конечно, игры «Дети Азии», ставшие уже символом открытости мира для детей, для их свободного развития в атмосфере равных возможностей, снова и снова подтвердят нашу устремленность в будущее, счастливое для новых поколений. В какие бы времена ни жил наш народ, какие бы трудности мы ни преодолевали, никогда он не терял веры в будущее, никогда не переставал заботиться о подрастающем поколении, передавая детям главные ценности – любовь к родине, уважение к знанию, к труду, достоинство и ответственность. Каждый ребенок достоин счастливого детства, тепла и любви. Каждый ребенок вправе развиваться, имея все возможности, чтобы раскрыть свой талант и свои способности. Каждый ребенок должен быть защищен от любых посягательств, от деструктивного влияния, расти в безопасности нравственной и физической. Утверждая эти ценности и объединяя всех якутян, все наше общество в заботе о будущем, я объявляю 2024 год в нашей республике годом детства. В год детства мы укрепим в обществе бережное отношение ко всем детям, обратим внимание на каждого ребенка, объединимся, создавая вокруг них атмосферу доброжелательности и заботы. При этом, конечно же, важно не ограждать детей от реальной жизни, а растить их смелыми и инициативными, передавая им опыт и крепкие жизненные навыки. В рамках указа главы Республики об общественном здоровье особое внимание будет уделено заботе о здоровье детей. Главными направлениями станут полный охват углубленной системной диспансеризации, организация охраны здоровья в школах, витаминизация детей, снижение рисков инфекционных заболеваний, охрана психологического благополучия каждого ребенка.
и, конечно, создание здоровой среды и условий для их физической активности. Назрела необходимость обратить особое внимание на формирование у детей культуры здорового питания. В первую очередь надо улучшать качество питания в детских садах и школах. Для этого необходимо введение единого стандарта обеспечения горячего питания дошкольников и школьников с преимущественным использованием местных продуктов с жестким контролем качества. В наступающем году заработает учебный центр с применением дистанционных технологий, и с помощью высококвалифицированных педагогов школьники из разных районов смогут повышать качество знаний по математике, физике, биологии и химии. Чтобы мотивировать детей Якутии к достижению самого высокого уровня знаний, мною принято решение о выплатах 500 тысяч рублей победителям и 100 тысяч рублей призерам финалов всероссийских олимпиад школьников. Также в наступающем году необходимо обеспечить ввод круглогодичного детского центра «Полярная звезда» и Дворца детства в Мирном. Они станут новыми центрами творческого развития юных якутян. У всех детей должны быть возможности для подготовки к взрослой жизни. Старшеклассники должны иметь возможность еще в школе получить первую профессию. Я поручаю правительству совместно с муниципалитетами организовать профессиональное обучение желающих ребят из старших классов с предоставлением специализированного образовательного сертификата на эти цели на 20 тысяч рублей на старшеклассника. Также поручаю учредить сертификат на 50 тысяч рублей для компенсации оплаты учебы в средних профессиональных учебных заведениях для выпускников школ из многодетных семей, желающих получить востребованные для республики специальности. Думая о профессиональном будущем детей, надо уже сейчас приобщать их к труду, дать возможность самим учиться зарабатывать деньги. Правительству необходимо реализовать пилотный проект по содействию занятости подростков «Моя первая зарплата» на основе механизма социального контракта, и проект должен стартовать уже с 1 июня 2024 года. В год детства должна начаться комплексная работа по развитию инфраструктуры летнего отдыха и занятости детей. В сельских муниципалитетах необходимо поддержать инициативы по созданию летних трудовых, экологических, спортивных лагерей. Наши дети из всех городов и районов должны лучше узнавать родную республику, знакомиться с ее достопримечательностями. Я поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом, с муниципалитетами обеспечить год детства запуск не менее 20 сертифицированных детских экскурсионных и туристических маршрутов по Якутии. В наступающем году национальной вещательной компании «Саха» необходимо запустить детский телевизионный канал. Маленькие жители республики должны иметь возможность смотреть познавательные передачи на русском, якутском языках, на языках коренных народов Севера. Дети смогут смотреть на родных языках развлекательные программы, фильмы, мультфильмы, благодаря которым будут развиваться творчески, расширять свой кругозор, да и просто с хорошим настроением, с пользой проводить свой досуг. Сегодня у нас в стране действует пушкинская карта, по которой ребята с 14 до 18 лет посещают культурные мероприятия. По аналогии с ней, в год детства я поручаю начать выпуск карты юного жителя Якутии, номинала 5000 рублей. По ней школьники республики с 7 до 13 лет включительно смогут оплачивать не только культурные мероприятия, но и спортивные секции, различные развивающие программы. Уверен, что год детства даст начало многим инициативам во всех муниципальных образованиях, откроет больше возможностей детей для занятий спортом, творчеством, волонтерством. Уверен, что тысячи якутян посвятят юным жителям республики свое время, свое внимание, делясь с ними своими умениями, вовлекая в общественно полезные дела. Но главное, что каждый ребенок должен почувствовать любовь и заботу, получить ощущение своей уникальности и значимости, своей ценности не только для своей семьи, но и для всей родной Якутии. Дорогие друзья, вкладывая в наших детей все самое важное, что досталось нам в наследие от многих поколений якутян, чистоту помыслов, самоотверженность и преданность Отечеству, все вместе мы будем яснее и увереннее смотреть в будущее. Я хочу привести здесь слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, которые он сказал на прямой линии 14 декабря. Самый большой подарок жизни – это дети. И дети наших детей. Это подарок от Всевышнего. Я уверен, что каждый из нас думает так же.
И сегодня, как никогда, надо нам всем сплотиться ради будущего наших детей и внуков, для их счастья и родной Якутии в родной России. 2024 год станет годом судьбоносного политического события – выборов главы российского государства. Мы, якутяне, вместе со всем многонациональным народом России объединимся вокруг нашего президента. Мы глубоко ценим его внимание к жителям Якутии, его искреннюю веру в будущее нашей республики, как и в будущее всей нашей страны. Дорогие друзья, в заключение разрешите поздравить вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Уверен, что вместе мы пойдем к новым победам во имя Якутии и нашей великой России. Вместе только вперед. Бары бирге, кәскелге, мақтау.